Спасибо Тебе, благодарим Тебя. Спасибо Тебе, дорогой Господь. Аллилуйя. Бог подарил нам такую чудесную неделю, и замечательные братья, сестры, гости посещали нас вот в продолжении этих дней, и были просто хорошие собрания, помазанные Господом в Силомяе, в Сиргала, в Идла, в Азере, центре обитат, в Мисмана. Здорово. И уже воскресное служение, где мы все можем просто Бога благодарить. И, знаете, я просто благодарю в гостях служителей, которые приехали из Финляндии, из финских церквей Nokia Mission, и у них есть в сердце слово, чтобы ободрить церковь, благословить церковь. И чуть позже я оставлю пастора с женой, которые поделятся с нами сегодня словом. Но, знаете, для меня тоже большой благ церкви Оливист, это пастор Ула Ниемяги. Он приехал сюда к нам в Кохтла-Ярве. Это действительно, знаете, церковь для нас большое благословение, потому что Библия также говорит в своем слове об отцах, о тех людях, которые духовно благословляют и которые духовно передают наследие. И я вкратце, конечно, знаю, что пастор Ула, он также был участником того пробуждения, которое началось в Оливисте, 78-й, 80-й год, вместе с пастором Рейном. И знаете, Библия говорит, кому честь – честь, кому почет – почет. И я хочу сказать, что вот я, как пастор, для меня это большое благословение, что пастор Иуло здесь сегодня может благословить приветственным словом. Поэтому церковь, народ Божий, поприветствуем пастора Иуло Ниемяги. Благословит Господь. Спасибо Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Мир вам, дорогие братья и сестры. Церковь Оливиста в Таллине. И так рада быть тут, в этом месте, где вы уже видели самого генерала пробуждения. Пастор Рейн у вас был, я слушал. И я у ногах Рейна вырос, и в этом месте, где Бог столько сильно пролил Духа Святого, что в течение 70 лет это действительно самый большой пробуждение в Советском Союзе, который Советский Союз видел. И хочу вас приветствовать словом от апостола Павла Римлянам 15:29. Я принес полным благословением Христова. С этими словами начался пробуждение церкви Оливиста. Она началась в середине 70, но это большое пробуждение Духа Святого. Это начался этими словами. Я пришел с полным благословением Христа. Так приходил среди нас один финский проповедник, называемый Toivo Rinkanen. Он стоял один пятницу вечером, когда мы, как салаки, собрались там маленький зал в Оливисте. Каждый раз искали Бога, плакали, кричали, хотели это благо. Итак, человек, который получил прямо огонь из Нила Иривайна, пробуждение в Финляндии, и говорит нам, я пришел с полным благословением Христова. После апостола Павла я первый раз слышал, что кто-то мог так сказать. Я пришел полным благословением Христова. Это полное благословение, как он поднял руку. И первый упал, и второй, и третий. Я не помню точно. Я как на 30 сантиметров упал туда в таком небесном виде, полностью на полу. Полностью не мог двигать себя, потому что помазание Духа Святого, как сила стояла, она лежала на меня. И огонь пришел туда, в Оливисте. Такой огонь, который принес и от всего Советского Союза люди туда. Иисус сам сказал, когда был на земле, от Луки 12:49, огонь пришел ясный на землю. И как желал, чтобы он уже воскорелся. Как желал, чтобы уже воскорелся и тут, в Восточном Эстонии. Воскорелся тут, Кохтла-Ярве. Джон Нокс, большой
шотландский и священник Римского католического церкви, он как начал искать Бога и начал реформацию, он Господу: Господи, дай мне Шотландию, или я умру. Господи, дай мне Шотландию, или я умру. Бог ищет. И сейчас, в 2012 году, люди, которые так переживают, которые так переживаются города наши, что мы можем кричать Господу: Господи, дай нам Эстонию, или я умру. Дай нам, как Джон Нокс, как он боролся с там местной церкви католической, которые не хотели оставить его, не хотели перемену в страну, но перемена пришел, и этот огонь пришел, и в Шотландии пришел пробуждение, сильное пробуждение. Меня очень коснется слова Халева, сына Ефона, Кенесеянина, который просит от Иисуса Навина, книга Иисуса Навина 14. Дай мне это, о которой говорил Господь в тот день. Он сам, Халев, был на этом многих людей, видел место, где самые большие винограды, видел место, где самое большое благословение, источники воды. Я был в Израиле много раз. Один раз меня вели в такую виноградную, которая была в красном или таком диком виде. Там винограды так большие, как яички. И не говорю точно, один такой, сняли там одного, там сломали это виноградца, полное ведро стало полным. Это столько плодоносной земли. Это было ближе там этого места. И это гора, где Халев, что Халев просил: дай мне эту гору. Я хочу, чтобы вы все просили молитвы, которые Бог поставил на ваши сердца. Халев много лет, 40 лет носил этого в его сердце. Дай мне эту гору. Дай мне эту гору. Как Джон Нокс сказал: дай мне Шотландию, или я умру. Господь хочет вам дать огонь в Котлеярве, огонь в Восточной Эстонии, огонь и такой святой неудовлетворенность, как мы называли в это время, как хор Пата работал в Таллине, и мы искали день и ночь Господа, и слезы падали, и это было, что не один человек имел, но это вся эта команда, которая искала Господа, они имели такой святой неудовлетворенность, сказали: больше так дальше не можем идти. И Господь взял одного человека, который уже 40 лет назад боролся с Господом, как Яков. Он боролся, как родился первый сын в эту ночь. Пастор Рейн Уэмойс, он был у себя в доме, и ночью он боролся, и он понял, что не может оставить, может отдать себя, как-то тяжело было, не понял, что может случиться, моя жена может умереть, ребенок может умереть, и как боролся где-то 2 часа ночью, так получил это. Господи, уста сказали: полностью отдам себя к себе. И когда это он сказал, мир Божий наполнял его. И тоже голос Божий говорит, что столько, как будешь служить меня, будет благословенно весь дом, и от твоего сына будет муж Божий. Пошел все, и люди стали драться вокруг Рейна. Я был один из них. И стали искать пробуждение, чтобы пришел этот слово пророческий, который в 1942 году, как большая война, в Таллине была группа 50-х.
они стали искать, и там пророк среди них встает и скажет, из церкви Олевиста начинается пробуждение, начинается от молодых людей. Это было пророчество невозможное, потому что в то время церковь Олевиста была совсем пусто. Это немский лютеранский церковь, немцы уходили в Германию до войны уже, и там не было ничего. Шли, и люди думали, что за такое. Церковь была разрушена после Второй мировой войны, окна разбиты, нету электричества, нету жизни, никого там нет. Пророк пророчество. В 1950 году КГБ и местные власти, они думали, что надо ликвидировать церкви. И закрыли 8 церквей и принесли все верующие туда, в церковь Олевиста. Думали, если пятидесятники, все церкви, евангельские христиане будут драться, что веры не будет. Вы знаете, не будет так. Люди стали искать Бога, и вы знаете, действительно, Бог дарил среди 70-х пробуждение сильное, но это пророчество это продолжится, что это пробуждение будут тушить. Но это было в 80-м году, как запретили говорить на русском языке. Но еще было пророчество, продолжалось в 42-м году, что после этого это пробуждение начинается опять, и уже его не погаснет. Это будет, такое будет Иисус. Я хочу вам еще одно слово от книги Амоса и благословлять вас с этим. От 5 главы из стиха 4 и 6. Ищите меня, и будете живы. Еще из 6. Выщите Господа, и будете живы. Выщите, искайте Господа, народ Божий. Это так. Дай мне этот кору. Дай мне Эстонию. Дай мне Готлеру. Дай мне Восточную Эстонию. Благословляем вас, дорогие. Благословляем вашего дорогого пастора, епископа. Всех благословляем вас с миром Божьим. И да наполнит вас всех Господь, от головы до ног. Дух Святой надо принимать. Нету другого пути к благословению, как принимать от головы до ног наполнено. Там будет пробуждение. Через Духа Святого. Не силою, как только Духа Его. Не властью. Через Духа Святого. Благословлю вас. Спасибо, пастор. Помолимся, чтобы, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты, Господь, вкладываешь, Господь, такие числа отца-служителей. Господь, и мы просим Тебя сейчас в этой молитве сказано, святая неудовлетворенность, Господь, она приходила бы в жизни, Господь, чтобы мы могли бы искать Тебя, искать лица Твоего, Господь. И прежде всего руки Твоей, но искать лица Твоего, Господь, искать Тебя, Боже, искать путей Твоих, как Ты желаешь, излиться на наши города, на Эстонию, на Финляндию. И мы просто благодарим тех служителей, которым Ты, Господь, открываешь через пророчество о том, что есть будущее у нашего государства, есть будущее, которое полное Господа Бога. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе за то, что Ты, Господь, даешь нам это слово, которое ободряет наши сердца. Благодарим Тебя, Господь. И мы благословляем пастора Юла, также благословением церкви, которое Ты, Господь, даешь. Просто благодарим Тебя за то, что Ты укрепляешь его. И также мы благословляем пастора Рейна. Господь, мы благодарим Тебя за его сердце, за его, Господь, веру. И мы благословляем пасторов нашего Христа, пасторов, Господь, из наших городов. Мы просто благодарим Тебя, дорогой Господь, во имя Иисуса. И народ Божий да скажет. Давайте Господу еще раз дадим рукоплескание. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь.
Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Спасибо Богу за ободрительные слова. Вот, и Бог нас благословляет, чтобы мы служили друг другу. И я еще раз хочу сказать, что хвала Богу, что для Него нету границ и каких-то, может быть, особо городов, где вот только может Господь действовать. Но то, что пастор Юла приехал к нам сюда, это, знаете, тоже ведь большое такое благословение. Но я хочу сказать, дорогие братья и сестры, что у нас также сегодня в гостях команда пасторов и служителей. Это служители, которых я лично ждал уже несколько месяцев, когда они приедут. Мы познакомились через Ханну, вы помните эту финскую семью, вот, которые верно служат Господу и поскольку членами церкви Тампере Nokia Mission, вот, то у них на сердце было желание, чтобы мы могли бы познакомиться с пасторами не только Тамперевской церкви, но с пасторами этого союза, которая в Финляндии включает в себя 5 церквей, большая работа, исходящая вот в Финляндии. И знаете, я хочу сказать, что дружить и общаться – это всегда благословенно, это всегда здорово. И отношения, и общение – это то, с чем начинается очень много. И я хочу сказать, что, слава Богу, что пастор Тим и его жена приехали сюда, пастора из Хельсинки тоже приехали к нам сегодня. И, дорогие наши гости из Финляндии, хотим вам сказать добро пожаловать для нас. Большое благословение, что вы с нами. И знаете, у Бога есть планы на то, как наши отношения развиваться в будущем. Но я лишь только хочу сказать одно, что вот то, что мы общаемся, это уже классно, это уже здорово. И я надеюсь и верю, что через Царство Божье будет расширяться и в Финляндии, и в Эстонии. Поэтому, пастор Тимо, хочу пригласить вас, вот, и придите, поделитесь словом. Пастор Тиму из Тампере, из церкви города Тампере. Поприветствуем, слава Богу, церковь. И пастор Юла будет переводить. Jumalan rauhaa teille kaikille. Мир Божий вам всем. Pari viikkoa sitten mä olin meidän pihallamme tikapuitten kanssa. Несколько недель назад я был в нашем во дворе с лестницей. Oli korkeat jatkotikkaat, joissa oli 3 osaa. Это было трехчастный такой высокий лестница. Olin poikani kanssa puhdistamassa vesikouruja siellä ylhäällä. Я там очистил там водные каналы там вверху крышу. Ja kun tuli aika siirtää niitä korkeita tikkaita seuraavaan paikkaan, И как надо двигать это высокого лестницу на какое место, следующее место. ne täytyi ensin kasata pienemmäksi, lyhyemmäksi. Но раньше надо было его короче делать, чтобы оно было короче. No mä poikani avustuksella rohkeasti otin kiinni sitten siitä keskimmäisestä osasta ja aloin laskea sitä alaspäin. Я вместе с сыном взял как это центральной части и начал спускать его вниз. Ja meidän molempien yllätykseksi se ylin osa alkoikin suurella vauhdilla alaspäin. И это было большой сюрприз, что самая часть из этого лестницы сперва начал спускаться и большой скоростью вниз. Mulla oli kädet siinä keskimmäisellä tikkaan osalla. И я держал эту центральную часть руками. Ylempi tuli ja iski suoraan mun tähän kämmen selkään. И верхняя часть падали прямо на мою руку. Ja samassa hetkessä tuntui siltä, kun koko käden voi herpantunut. И тотчас я чувствовал, что уже не чувствую руку своего. Ja siihen tuli syvät haavat. И там глубокие раны явились. Ja sen lisäksi laajalle alueelle semmoinen verinen ruhje. И на всю руку такой кровяной такой опухоль большой.
Sitä on aavistuksen verran vieläkin nähty. Вы можете еще немножко видеть тут сломанного руку. Pastori Jullo voi todistaa, että jotakin vielä Пастор Юла может сказать, что еще видно, что сюда упал лестница большой скоростью. Siinä hetkessä mä päätin, että mä en halua ottaa vastaan mieletöntä mustelmaa, sinipunakirjavaa, kellertävää mustelmaa. И точно в этом минуте я сказал себе, не принимаю этого синяка, который полно крови. Enkä millään tavalla toiminnallisesti vaurioitunutta kättä. Не принимаю руку, который теперь пострадает. Ja Jeesuksen nimessä mä julistin ja pyysin myös vaimoani, joka oli silloin kuntosalilla, että rukoilemaan mun käteni. Иисуса я позвонил жену, которая была там на джиме, и сказал, помолись, дорогая, за мою руку. Rukous on aina meidän perheessämme asia numero 1, kun jotain, mitä tahansa vastaavaa onnetonta tapahtuu. Молитва в нашем семье всегда номер один, если что-то случится. Joskus, kun meidän lapset oli vielä pienempiä, kävi alakoulua, Когда наши дети были еще маленькие первоклассники, niin jos he sairastui, когда болевали, saattoi salata sen sairastumisensa meillä, они могли изучать me нам, ehdittäisiin rukoilla heidän puolestaan, чтобы мы не могли молиться за них. ja niin he sitten saisivat vapaata koulusta, kun ei ehdi tulla terveeksi. И тогда они могут получить освобождение от школы, как не могут раньше получить выздоровление. Mutta nyt he on oppinut, että on parempi se, että rukoillaan ja saadaan vastaus Herralta. Но теперь они уже изучали исцеление, ответ от Господа. Hänen mielensä mukainen vastaus. Это ответ от Господа. Sen sijaan, että tulisi huonolla omalla tunnolla vietetty vapaapäivä koulussa. За то, что идти в школу и как-то нехорошим получить это свободный день от школы. Jumala on uskollinen. Но Бог верен. Tämä, mikä mulle tapahtui, oli aika pieni vamma loppujen lopuksi. Это, что мне случилось, было же не самое большое рано, что может случиться. Mutta pienissä asioissa kuin suurissakin Jumala osoittautuu uskolliseksi. Но и в маленьких, и больших вещах Господь показывает, как верен Он. Ja mä haluan rohkaista Paavalin toisen kirjeen korintolaisille 1. luvun sanoilla. Я хочу вас поднимать, ободрить словами апостола Павла, второе послание Коринфянам апостола Павла. Aloitetaan sieltä jakeesta. Первый глава с 3 стиха. Kiitettykoon Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala, joka lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessa, että me sillä loksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka kinaisessa ahdistuksessa ovat. Благословлен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог... Jatketaan eteenpäin. Продолжаем. Jae 5. Sillä samoin kuin Kristuksen kärsimykset runsaina tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Продолжаем стих 5. Ибо по мере, как умножаются в нас страд Христова со Христом и утешение наше. Toisella Raamatussa meille sanotaan, että joka haluaa olla Kristuksen oma, seurata häntä, ja hän tulee kohtaamaan vainoa. В другом месте в Библии сказано, что кто хочет служить Бога, того и будут гонить. Joka haluaa seurata Jeesusta,
ei automaattisesti saakaan niin kuin kuninkaallista palatsia asuakseen ja kaikkea herkkua ja hyvää sillä hetkellä. Кто хочет последовать, не моментально получим все и хорошее жилище, торжественные, все хорошее в мире. Rauhan ruhtinaan joukkoihin liittyminen. Но когда мы Господом, который есть князь мира, Ja oman sydämen antaminen hänen rakkautensa asuinsijaksi. и как мы даем сердце местом, где Его любовь находится, Tuokin tullessaan väärinymmärrystä, pilkkaa, vainoa, torjuntaa. мы можем все получить в нашем жизни. На нас могут сказать плохие слова, нас и гонить, и все плохое может нам случиться. Se ei tunnu järkeenkään. Это как-то не можем понять это, как это так. Että se ilosanoma vapautuksesta, rakkaudesta ihmisten kesken ja suhteessa Jumalaan tuokin surua, tuskaa ja ahdistusta. Что эта благая весть принесет нам и всякие скорбь, и всякие беда, и все такое. Ja kuitenkin se ilosanoma on niin voimallinen, Но благая весть все-таки так могущественный, että sen vastaanottaja voi Jumalan armosta kestää kaiken sen, mikä kohtaa. что если кто принимает благая весть, так он или она может преодолеть все, что Että Kristuksen kärsimykset tulevat meidän osaksemme, samoin tulee meidän osaksemme myöskin lohdutus runsaana Kristuksen kautta. Ибо говорит Павел, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христова, умножаются Христом и утешение наше. Voisi sanoa näin, että jos sä haluat välttyä niiltä kärsimyksiltä, uskosi, sun vakaumuksesi, sun rakkaussuhteesi Herraan Jeesukseen tuo tullessaan. Если хочешь убежать от этих страданий, которые тебе... Jos sä haluat välttyä niiltä kärsimyksiltä, niin silloin melkeinpä automaattisesti käy niin, että myös se lohdutus ja rohkaisu, jota Jumalalla on annettavanaan, ohenee ja ohenee ja ohenee. Если хочешь убежать от страданий, которые могут прийти в твою жизнь, так и это утешение будет меньше в твоем жизни. Kristikunnassa voi sanoa, että se länsimainen kristillisyys, joka on välttynyt vainoilta ja ahdistuksilta hyvinkin suurelta osin, on laihaa ja voimatonta. Мы можем дать оценку, что западное христианство, которое убежает от страдания, оно тоже и не так сильное. Tai täältä Virosta katsoen pohjoiseen suomalainen kristillisyys suurelta on laihaa ja voimaton. Если равняем теперь эстонского христианства с финским христианством, то не так уж сильном форме, как ведут. Mä sanon tämän, koska itse olen aikanaan toiminut 19 vuoden ajan luterilaisen kirkon pappina. Скажу это, потому что я сам 19 лет служил как пастор лютеранской церкви. Ja siellä pyhästä hengestä ja hänen antamastaan voimasta ja sitä rohkaisusta ja lohdutuksesta, jonka hän tuo. И как-то я хотел там говорить про Духа Святого и какое утешение Дух Святой принесет. Так,
joutui tuntemaan olonsa jotenkin rikolliseksi. Тогда я чувствовал себя как преступник. Olisi pitänyt puhua vain rakkaudesta, armosta, lohdutuksesta ilman hintaa, jota joutuu maksamaan. Надо было говорить только про любви, про радости, но без цену, которую надо платить за это. Mutta mä haluan sanoa teille, jotka olette varmasti suuri osa käyneet läpi monet ahdistukset ja kärsimykset. Я хочу сказать вам, которые вы прошли через многие страдания и даже гонения, Että siinä on osa selitys sille, että me täällä vierailijatkin saamme kokea valtavaa Jumalan pyhän hengen läsnäoloa ja hänen voimansa vuodatusta. что тут есть и объяснение к этому, что мы и другие можем получить это коснение Духа Святого. Jakeessa 6 Paavali jatkaa, jos olemme ahdistuksessa, niin tapahtuu se teille lohdutukseksi ja pelastukseksi. Jos taas saamme lohdutusta, niin tapahtuu sekin teille lohdutukseksi. Ja se vaikuttaa, että kestätte samat kärsimykset, joita mekin kärsimme, ja toivomme teistä on vahva. Шестой стих. Скорбим для вашего утешения и спасения, которые совершаются перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Tämä jae puhuu mulle tänä päivänä erityisesti siitä, että Kristuksen ruumis, hänen seurakuntansa, molemmin puolin tätä merta, joka on meidän välissämme, on yksi ruumis ja yksi seurakunta. Это стих мне говорит, что тело Христова и в этом стороне моря, и в другом стороне моря это один. Ja kun Kristus teitä rohkaisee ja lohduttaa kaiken sen vaikean ahdistuksen keskellä, И когда теперь Господь вас утешит вас среди всякого скорби и гонения, ja me saamme kuulla siitä, mitä Jumala teidän keskuudessanne tekee, niin kuin olevisten herätyksestä. И мы можем слушать, что Бог среди вас делает, и как и слушали из пробуждения воли Висты. Se koituu meille rohkaisuksi, se koituu meille uskon vahvistukseksi. Это придет нам к утешению и спасению. Ja se lisää meidän rakkautta teitä kohtaan. И это еще обновляет любви больше. Ja vastavuoroisuus, ihmissuhteiden niin kuin, solmiminen, se lisääntyy uskovien kesken. И взаимные отношения между людьми, это больше еще утешение приносит. Ja mä uskon, että nimenomaan tätä Jumala haluaa näinä aikoina. Uskon, että ollaan lopun ajoissa. И я именно верю, что вот этого Господь хочет, как мы Että me ymmärretään, että Kristuksen ruumis ei ole jaettu. что можем понимать, что Христово не разделено. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki kärsii sen kanssa. Если один член пострадает, все члены вместе с ним пострадают. Ja jos yksi jäsen saa lohdutusta ja rohkaisua, Если одного члена утешают, и весь тело будет утешено. niin kaikki tulevat rohkaistuiksi ja lohdutetuiksi. Всем течение. Meillä ei ole varaa sanoa toinen toisillemme, emme kaipaa tarvitse noita. Мы не можем сказать друг другу, вы нам не нужно. Не нуждаемся в вас. Me olemme Kristuksessa yhtä. Мы в один во Христе. Niin hänen kärsimyksissään, И в Его страдании, kuin myös siinä lohdutuksessa ja rohkaisussa, jota hän antaa, и в этом утешении и спасении, kuin myös siinä kirkkaudessa, siinä ilossa ja riemussa,
joka on vasta pisaroina koettavissa. И в пославлениях, как мы и слезами можем принимать. Mutta joka kerran täyttymyksessä tulee olemaan niin, että se peittää, niin kuin Jumalan kirkkaus peittää kaiken niin kuin vedet meren. Но однажды весь слава Божья покрывает нас, как море, как вода покрывает море, дно моря. Olkaa täällä lujaat ja olkaa rohkeat. Будьте сильны, будьте твердо в этом месте. Ja antakaa viestin kuulua Suomenlahden toiselle puolelle, mitä Herra täällä on tehnyt ja tekee. И дайте нам знать слово, что Господь тут делает. Minkälaisia profeetallisia sanoja te olette vastaanottaneet omaan sisimpäämme, sydämeen? Какие пророчества приняли в ваши сердца? Niin me voidaan yhdessä iloita ja yhdessä tarttua kiinni niihin profeetallisiin sanoihin. Ja Jumalan valtakunta tulee meidän keskellemme. Что вместе можем принимать это пророчество, и Царство Божье вместе нападает на всех. Eikä ainoastaan sanoissa, Не только во словах, vaan voimassa. но и в силе. Niissä ihmeissä, merkeissä, Эти чудеса и знамения, joista pienimpiä on se, että mä en saanut edes mustelmaa tähän käteeni. который самый маленький, это что даже этот опухоль внезапно уходил. Kun Jumala on näin pienissä uskollinen ja osoittaa rakkauttansa ja huolenpitoansa, Как Бог и в таком месте показывает, как Он ухаживает за нас. niin toki hän niissä asioissa, mitkä koskettaa koko hänen rakasta luomakuntaansa, И еще тем больше Он коснется нас в этом деле, который коснется все Его творчество ja hänen seurakuntaansa, и Его церковь, hänen и Его и невесту, Его сына. hän niissä vielä enemmän on uskollinen, Он еще более надежный в этих делах, koska hän haluaa, että hänen poikansa Mosian on tahraton, rypytön, puhdas ja kaunis. потому что Он хочет, что невеста сына Его чистый, беспорочно. Ja kun mä katson teitä, И как я смотрю на вас, niin mä näen uskon silmin tässä edessäni Kristuksen morsiamme, joka on kaunis, puhdas, tahraton ja rypytön. как я посмотрю на вас, я вижу невеста Христова, который чист, без порока, без пятна. Ja jonka sydän sykkii Herralle. И у кого сердце, Mistä maan päällä huoli? если я имею тебя, я ничего в этом не нуждаюсь. Kiitos teille siitä, että me ollaan saatu tulla tänne rohkaistumaan. Благодарю вас, что тут назидаю вас. Ja mä toivon, että en nyt ole aivan teitä uuvuttanut. И желаю, что я вас, что вы еще Kun mun vaimollani, rakkaalla puolisollani Maaritilla myös on sana как Herralta у меня jaettavana. на моем друге, моем жене, Марит тоже имеет слово для вас. Ja nyt pyydän, että И теперь прошу, toivottakaa hänet tähän tervetulleeksi. принимаем благодарение Марита. Hän on Jumalan nainen, Она женщина Божья, joka on Herralta saanut taidollisuuden opettaa. который получил от Бога это искусство изучать. Enempää en rohkene sanoa. Больше не могу сказать сейчас. Häneltä punastuu muukin kuin hiukset. Краснеет больше, чем волосы. Olkaa siunattuja. Будьте благословлены. Номер Иеговы не поставлено еще голос там
для Марита. Там поставьте голос для Марита. Там еще не включено. Kiitos. Там есть кнопка. No niin, nyt kuuluu. Теперь слышно, да? Mä haluan kertoa vielä ton Timon todistuksen, koska mä en tiennyt, että hän siitä puhuu. И я хочу еще про свидетельство Тиму сказать, что я не знал, что он был это. Se on hyvä alku myös sille, mitä Jumala on mulle antanut syvään. Это хорошее начало и для этого, чтобы Господь мне дал. Kun mä kuulin, että Timolle oli ne tikkaat pudonnut tohon, Как я слышал, что лестница упала на его руку. mä lääkärinä ajattelin, että nyt meni luuturtu. Я как медик, я как врач, я думал, ну теперь рука сломанная, кости сломались. Ensimmäinen ajatus tosiaan oli, että Jeesuksen nimessä ei mitään vauriota. Но первая мысль была, во именем Иисуса никакого там плохого не будет. Me ollaan menossa nyt Viroon ja mä en aio autoa ajaa. Мы пойдем в Эстонию, я не буду водить машину. Itsekäs ajatus. Такой мысль пришла, приходила. Mutta tämä kertoo siitä, että kun me käännytään hädän hetkenä Jumalan puoleen, Это говорит о том, что если мы в скорби обратимся к Господу, niin hän vastaa. так Он ответит нам. Se jae, joka mulla on mielessä, on roomalaiskirje 15. luvusta jae 13. Этот стих, который в моем сердце из послания римлянам апостола Павла, 15 главе, 13 стих. Mä haluan toivoa sen teille. Я желаю этот стих вам. Mutta toivon Jumala, täytäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa, niin että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen voiman kautta. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой. Toivo Jumala. Бог надежды. Имя нашего Toivon Jumala. Бог надежды. Mä oikein pysähdyin viikolla, kun mä luin täältä. Я прямо остановился, как читал неделю это. Herra on sun nimessä. Господь, это Твое имя. Toivon Jumala. Бог надежды. Ja sitten Paavali sanoo näin, täyttäköön teidät ilolla ja rauhalla. И апостол Павел продолжается. И исполнит вас до всякой радости и мира. No miten se täyttäminen ilolla ja rauhalla tapahtuu? Как исполняет нас радости и миром? Paavali itse asiassa kertoo sen seuraavassa. Hän sanoo, että täyttäköön teidät ilolla ja rauhalla uskossa. Апостол Павел сам объяснит, что пусть исполнит вас радости и миром в вере. Se tapahtuu uskossa. Это исполнится с верою. Se on luottamusta Jumalaan. Это надежда на Господа. Kun vaikea tilanne tulee, sä valitset luottaa Jumalaan. Когда придет трудности, тебе надо выбирать или теперь на Богу полагаться. Etkä sä olekaan kauhuissaan sitä tilanteesta, joka tulee. Piti lähteä Viroon ja nyt Timolla on käsi Что не будет уже страха. Надо было идти в Эстонию, видишь, Тиму, что случилось. Hirveänä apua! Господи, такое положение, помощь. Ei, vaan luottaa. Но надеяться Ja sä voit olla на Бога. täynnä iloa ja täynnä rauhaa. И можешь быть исполненным и миром. Ja Jumala on opettanut vaikeiden asioiden kautta. И Бог изучал через тяжелые. Niin, että mä olin rauhallinen. Поэтому я был полно мира. Vaikka ne tikkaat kaatuivat siihen käden päälle. Хоть лестница прямо падал на руку. Koska minä tunnen hänet. Потому что я знаю его. Se on se, miten me voidaan saada ilo. Это как мы можем получать
радости. Oikeastaan koko ajan meidän elämässä. И все время в нашем жизни Meillä on valinta. нам перед нас выбор. Luotammeko Jumalaan Надеемся на Господа vai valitsemmeko murheen или выбираем ja jo pelon? скорбь и тоже страх. Ja viho käyttää juuri sitä pelkoa ja murhetta niin kuin aseena meitä vastaan. Враг души пользует этот скорбь и это страх против нашей души. Ja me ollaan koko ajan taistelussa siinä arjen keskellä meidän mielessä monta И kertaa мы myös. в ежедневном борьбе против этого. Koska meidän vihollisemme tuo koko ajan semmoisia ajatuksia, semmoisia uhia ja vaaroja ja ongelmia. Потому что враг наш принесет все время такое разные плохие мысли и как-то противостоит нам. Koska hän tietää, että ilo Herrassa on sun väkevyytesi. Он знает, что радость Господи твоя сила. Ootko huomannut, että sun arki on täynnä ilon syöjiä? Ты посмотрел, что ежедневная жизнь полна радости. Vihollinen tuo niitä vaan sen takia, että hän haluaisi sulta pois sen ilon ja rahan, joka sun voimassa. Которые хотят взять твою радость. Ja oikeastaan eilen, kun mä nukahdin, mä koin, että Jumala tavallaan selitti mulle yhden sanalaskujen kohdan, tai lisäsi pienen semmoisen sanan siihen sanalaskujen kohtaan. Вчера, как я уснул, Господь разбудили, дал один слово, который там притча. Sanalaskussa sanotaan, että Там притча сказано. Yli kaiken varjeltavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Больше от всего храни сердце своего, что надо хранить. Ayaw